Я смотрел в интернете, один миллиардер построил всем своим соседям в деревне коттеджные, двухэтажные коттеджи всем. И когда его спросили, зачем вы это сделали, он сказал, то, что когда я был ребенком, они мне помогали все, чем смогут. Я был бедным, мои родители были бедные. А сейчас у меня есть возможность помочь, и я это осуществлю. То есть вот такое должно быть отношение внутри общества и ощущение того, что у нас относительно мало времени для того, чтобы построить страну. Я вот ходил, вот когда был ребенком, вот в детскую студию «Зазеркалье», и мне там очень сильно нравилось. И я, ну, как бы в детстве у меня были другие интересы, я рос, ну, более творчески, мне нравилось. Я не любил рисовать, но мне нравилось там петь, танцевать, участвовать в спектаклях. Я вот ходил туда, и мне это сильно нравилось. Нам даже некоторые курсы преподавала Алиса Френдлих. Но она преподавала так, чтобы это было очень легко, вот, понятно, допустим, детям. Во многих профессиях высшим уровнем профессионализма считается такой уровень, когда ты можешь легко объяснить, преподнести все ребенку. И она очень легко объясняла все, и она всегда делала все в игровой форме, и это очень легко запоминалось. И мне это очень сильно нравилось. Я вот с 4 лет там учился, до 8, с 4 до 8 лет. Но вот первые вот воспоминания такие яркие, прямо, ну, где уже чему-то учился, что-то вот, набирал какие-то знания. Я прожил в Санкт-Петербурге до 8 лет, и здесь в Абхазии 4 года. И мне даже вот я уже как бы начал сниматься в фильме, «Дневной дозор» называется, в сериале. И мне вот предложили даже контракт с Ленфильмом на 5 лет. В Питере, во-первых, можно найти всегда какие-то развлечения. То есть это большой город, естественно, и там большой выбор. Есть огромное количество детских площадок, не в другом плане, в том, что развивательных площадок огромное количество, и там очень легко, допустим, обучать чему-то, например, детей, да, то есть там это очень как бы усовершенствовано все в Санкт-Петербурге. Отработано. Да. Большое количество европейских школ, или даже не школ, вот российских школ, да, но таких школ, после окончания которых есть перспективы поступления в университеты разные мира. То есть там очень большие перспективы для учебы, и когда, допустим, он хочет отдохнуть, есть куда пойти, то есть, ну вот большой город имеет вот все эти, конечно же, плюсы. Но мой отец за 2 года до этого приехал в Абхазию, нашел здесь работу, и мы решили переехать сюда, на родину. И вот когда уже я сюда приехал, я начал ходить в Дом юношества, и там как раз вот Эсма Хурхумал, это режиссер абхазский, она учится в ВГИКе, она снимала фильм по Фазилию Искандеру «Ремзик». Мне предложили сниматься в этом фильме, и как бы меня зарекомендовали, я как-то прошел кастинг, я вот снялся в фильме, и это был как бы первый фильм, которым я как бы снимался вот полностью. Все, чем я занимаюсь помимо школы, я занимаюсь самостоятельно. Ну, например, занимаюсь по одному проекту. Но я увлекаюсь другим, потому что я еще как бы ребенок, и мне может вот это знание в любой момент пригодиться. И я еще даже не определился, кем я буду, что мне больше нравится. И все время нужны какие-то знания в разных темах. Тяжело делать потом выбор, когда где-то там что-то знаешь, где-то там. Я люблю смотреть YouTube,
и там смотрю лекции различные. Я люблю смотреть видео различные про смартфоны, про технику. Либо это, либо смотрю про путешествия. То есть, ну, в основном увлекательные. Там, смотрю, вот есть такой канал вот на YouTube, вот «Бизнес-молодость», «Бизнес-секреты». Там их ведут бизнесмены, я смотрю это. Я не могу сказать то, что я читаю прям много литературы. Я в основном читаю политическую литературу, поскольку у меня есть некоторый дефицит времени. У меня вторая смена в школе, до второй смены, то есть до часа 40. Вот я должен успеть сделать внешкольную работу, прийти домой и сделать школьную работу и дополнительную работу. Иногда мне даже не получается приходить в школу из-за того, что мне надо делать дополнительную работу по различным проектам, тяжелую работу. И я вот собирался читать много. Вот я начал читать Мигеля де Сервантеса. Я взял давно эту книгу в нашей школьной библиотеке и не смог вернуть, потому что я хочу это прочитать. Я прочитал только 50 страниц, а там их более 500. Я их просто не успеваю читать. И я вот читаю в основном политическую литературу и экономическую, которая вот такого характера вот литература. Но у меня вообще изначально, у меня вот такая планка и была более низкая, я как бы просто учился в школе. И все вот поменялось вот в один миг, когда я начал ходить к Татьяне Васильевне Борисове, к преподавателю вот в ВАГУ на международных отношениях, моему педагогу по английскому. И вот мы когда говорили на темы, я вот с отцом вообще дома всегда разговаривала на разные темы, на острые темы, на политические, на экономические. И мне это стало постепенно нравиться, и где-то к 11 годам я на этом стал так говорить. И я вот, когда я изучал так английский, я вылетал так на другие темы, начинал говорить про это. И мне предложила Татьяна Васильевна посещать АГУ, вот 5-й курс в АГУ, вот международных отношений. Очень меня вот хорошо приняли, я со всеми вот теми, с кем я вот сейчас учился вот 4 месяца, я с ними, со всеми, можно сказать, вот подружился, то есть у меня со всеми хорошие взаимоотношения. Да, допустим, если надо было как что-то подсказать, мне вот подсказывали. У меня было не так хорошо с английским, у меня был школьный уровень, да, вот 6 класса, 7. Но в дальнейшем, когда я начал как раз-таки демократические устрой государства изучать, и вот международную политику на английском, где-то за 3-4 занятия у меня уже начинал, то есть я вначале как делал, я вот любой текст, даже тот, который я мог бы перевести, я переводил через переводчик и запоминал. А потом в один миг у меня так получилось, что я мог спокойно сесть и переводить вот эту литературу самостоятельно. И потом в дальнейшем уже, когда я заканчивал курс, меня пригласили в проект Калифорнийского университета, где нагрузка была еще выше. То есть, если мне задавали в АГУ там 10 страниц, то в Калифорнийском университете там 200-300 страниц. И мне очень повезло, то, что я успел поучиться в АГУ и набрать знания по английскому, потому что я уже мог самостоятельно вот так читать и переводить эту литературу. Я не представляю, даже если бы я это переводил еще по переводчику, все, что там вот мне задавали. Если пользоваться интернетом для того, для чего он был предназначен, то есть он был разработан вообще для ученых, чтобы они могли с легкостью работать. И если пользоваться интернетом для назначения, если стараться там что-то учить, что-то запоминать, то тогда я могу сказать, что он не сильно повредит. Конечно, он может повредить зрение и сделать, конечно же, зависимым, но это будет в пользу. Но доказано то, что, допустим, когда ты просто пользуешься интернетом, смотришь, я не знаю, вот, то есть такое достаточно бессмысленное вот времяпровождение у тебя, это ухудшает даже память человека. Ограничивать полностью все социальные сети, как это в Китае, это не совсем правильно. И люди, например, в Китае, да, там запрещено пользоваться и Твиттером, и Инстаграмом. Вот Инстаграм из-за чего запретили? Потому что, когда была революция зонтиков в Гонконге, люди это фотографировали и отсылали. И это не понравилось правительству Китая. Но люди нашли возможность, как пользоваться интернетом, поскольку во всех современных смартфонах есть такая функция, как VPN, которая бросает ID-адрес твоего смартфона или же любого другого девайса в другую часть света. Хорошо, когда детей, допустим, ограничивают от этого. Но, с другой стороны, это выглядит не очень демократично, поскольку в большинстве стран, в которых это применяется, они либо коммунистические, то есть тоталитарные, авторитарные, а вот демократических стран таких нет. Я считаю, что вот те страницы и те сайты, которые несут какой-либо вред, надо блокировать. И, конечно же, это тяжело делать, когда их большое количество, но
я думаю, то, что закрывание полностью всех соцсетей и вообще браузеров, это не совсем как-то неэффективно. Для того, чтобы дети сами стремились ко всему, не рассчитывали на своих друзей и кого-либо, такая идеология должна быть по всей стране. Например, я могу привести в пример вот Финляндию. Там вот какая вот идеология у людей? Там финн, он никогда не поможет своему ребенку устроиться куда-то. Почему? Потому что он считает, что это ему мешает, потому что если он его куда-то устроит, если ребенок самостоятельно, выучившись, не устроился на работу, то после смерти, да, родителей, или когда они не смогут ему помочь, он не сможет просто дальше жить и самостоятельно работать. И я думаю, то, что детство должна быть в зависимости, в любой семье, какая бы она ни была, по возможностям, всегда ребенок должен самостоятельно находить себе место в обществе, без помощи родителей. Помощь какая должна быть от родителей? Мотивация и объяснение того, вот, что такое хорошо, например. Каждый родитель по-разному, да, вот, у него объясняет на их взгляд, да. Но я думаю, то, что с детства надо ребенку давать рассуждать, например. Естественно, его нельзя, допустим, разрешать действительно то, что по многим понятиям плохо выдавать как хорошо, но для того, чтобы он мог те или иные вопросы самостоятельно решать. И, конечно же, с разрешением родителей, но я думаю, то, что ребенок должен быть самостоятельным и принимать решения, учиться самостоятельно. Когда ты кого-то стараешься сильно контролировать, даже возьмем, в пример, государство, можно, да, вводить очень жесткие законы, вот, держать так людей. Есть вот в примере есть большое количество стран, которые так долгое время существовали, но потом в итоге развалились. Потому что общество, как и дети, они не терпят, когда их всегда стараются насаждать. И в этом плане гораздо лучше, когда ты объясняешь человеку, и он сам делает решение. И не надо сразу применять каких-то жестких мер. И каждое свое действие надо обосновывать перед человеком, если он этого не знает. Демократия, она требует ограниченного общества и ограниченную власть. Не только это очень тяжело, вот действительно управлять авторитарным государством гораздо легче. Но есть огромное количество примеров стран на сегодняшний день, которые успешны, и в большинстве они сейчас демократические. И действительно, я думаю, что да, вот когда демократия в обществе, нельзя давать широкие возможности самому обществу. Вот этого ничего хорошего не будет. Но если правильно делать балансировку правильно, чтобы 50% возможностей, ну и приблизительно было у власти, а остальное у народа, то тогда это уже будет работать демократия по назначению. Как известно, демократия, она зарождалась в Греции. И в то время, когда она появлялась, в Греции было множество войн с другими странами тогдашними, и Греция проигрывала. И люди вот посчитали, критики тогдашние, ученые, то, что это как бы лучше авторитарное, то, что вот Греция, например, она проиграла в войнах, и она в распаде, в разрухе, а у нее демократия. А вот что касается нынешней демократии, демократия не подразумевает только какой-то метод управления. Она подразумевает право, когда люди обучаются этим, когда люди знают свои права, когда люди знают, каких у них прав нет. То есть это должно быть на высоком уровне, как, например, в Соединенных Штатах Америки. Там, несмотря на то, что действительно правительство старается внедрять какие-то авторитарные меры, общество все равно к этому готово. И там действительно вот в этом плане как бы, то есть люди там все знают свои права, то, что им можно делать, то, что им нельзя. И вот я думаю, что если вот сами граждане страны будут знать все, что можно, то, что нельзя, то тогда баланс можно сохранять. Для любой страны большая опасность, когда государство не может привлекать профессионалов, когда она не может завлечь сюда профессионалов. И, наверное, самый ужасный минус, самый большой, это когда люди стремятся уехать из своей страны. Потому что, во-первых, это благо для других стран, которые могут конкурентами быть или вообще, то есть когда профессионал уезжает в другую страну. И это большой минус для самой страны. И в Абхазии, например, чем вызвано то, что
и сюда не хотят приезжать профессионалы, и отсюда даже те, которые здесь получили образование, или же здесь родились и жили долгое время, почему они уезжают? Проблема сейчас в этом заключается не только в сознании самих людей, а в том, какое общество здесь их окружает. Я не говорю за всех, но, к сожалению, на работу в Абхазии принимают не по профессиональным критериям зачастую, и принимают своих друзей, там, родственников и отталкивают профессионалов. И это очень плохо. Даже если когда ты профессионалов взял, я знаю большое количество ситуаций, да, которые, ну, то есть в моей жизни вот были, когда просто не дают и работать человеку. И я думаю, что если, допустим, строить страну в первую очередь, что должно быть общего? Это стремление к учебе, во-первых, и понимание того, что в случае Абхазии, когда у нас маленькое население, когда у нас большое количество заграничных конкурентов и стран, которые имеют свои интересы внутри Абхазии, нам надо понимать то, что в нашей ситуации с помощью военной силы мы победить не сможем. И только с помощью обучения, поскольку я думаю, что для того, чтобы построить страну в нашей ситуации, кроме этого у нас другого выхода нет. Идея не строит, да, страны. Вот Советский Союз, да, устроился до идеи, он построился так и жил долгое время. Но когда идея победялась, и проблемы самого управления вот при развале Советского Союза, но и когда люди стали мыслить по-другому, когда они увидели то, что им говорят не совсем то, что на самом деле, и когда они стали мыслить по-другому, Советский Союз распался. В Китае, например, какая идеология? Вот я смотрел в интернете, один миллиардер построил всем своим соседям в деревне коттеджные, двухэтажные коттеджи всем. И когда его спросили, зачем вы это сделали, он сказал, что когда я был ребенком, они мне помогали все, чем смогут. Я был бедным, мои родители были бедные. А сейчас у меня есть возможность помочь, и я это осуществлю. То есть вот такое должно быть отношение внутри общества и ощущение того, что у нас относительно мало времени для того, чтобы построить страну, учитывая то, какими темпами у нас появляется количество проблем и внешних угроз. Поэтому я думаю, что если соединиться воедино и заниматься тем, что идет во благо страны, а не только во благо себе, то тогда вот все получится.